Ветер ветром, но солнышко спряталось, и вот такая хрень пошла. Опять пошел снег. Зима никак не хочет отступать у нас. О, еще хороший. Красавчик. Никак не хочет отступать. Какое у нас сегодня число? 16? Все забываю. Среда, помню. Да, среда, 16 апреля. Лучше бы в марте такая погода была. Нет, в марте стояло тепло. В марте стояла жара. Растопило весь лед. Выгнал из Печоры, можно так сказать. Вскрылись все малые реки. А потом вот наступили холода. А потом наступили морозы. А потом пошел снег. И навалило почти столько же, сколько и растаяло в марте. Ну, как бы то ни крутило, все равно. К концу апреля, максимум через 10 дней уже, наверное, будут продвижки на Печоре. До мая она по-любому тронется и пойдет. И скоро, очень скоро мы уже откроем летний рыболовный сезон. Ну, конечно же, сначала будет у нас, опачки, весновочка. Будет охота на уток. С подсадной у нас открывается она уже через неделю. Так что через недельку берем подсадную уточку. И если утка прилетит, то можно уже где-то посидеть в скоротке, попробовать добыть селезней. Правда, с нынешними ценами на патроны это дорогое удовольствие, но, как говорится, охота пуще неволи. Выгоды никогда, ни в какие времена на охоту на уток не было выгоды. А сейчас, когда один патрон стоит 70 рублей, ты выпуляв с 5-зарядки, допустим, все патроны, то это уже получается 7,5, 35, 350 рубликов. Как-то вот так. Вот сейчас вот купил ружье 16 калибра, вертикалочку. Гильзы у меня немножко есть. Будем заряжать, будем экономить. Немножко еще остались запаса пороха, потому что покупать порох и гильзы, капсуля, но гильзы потому что остается тоже накладно. Один капсуль уже стоит 17 рублей, 17, 19. Сейчас 200 капсулей купил. Немножко есть патроны у меня, немножко, думаю, на эту весну хватит пока. Будем заряжать, а куда деваться. Скоро, наверное, как и в 90-е годы, начнем дробь лить. А куда деваться? Цены растут как на дрожжах, на патроны. Да и на все. И на бензин, и на все, и все, и все. Не знаю, куда катимся. Куда-нибудь да докатимся. Ну, а пока у нас вот окуневый рай, окуневое озеро. И получаем огромное удовольствие от такой вот рыбалочки. Клюет мелкий, клюет средний. И нет-нет, да иногда радует поклевками крупный окунь. Очередной кабанчик. Красота. Опять выглянуло солнышко, но ветерок дует. Нагнал такую мощную снежную тучу. Вот она прошла. Ну, на активность рыбы это нисколечки не подействовало. В основном долбит мелочевка, но кабанчики, горбачи тоже попадают изредка. Так, он радует. Это он с одной лунки. Вот сейчас вот он
Вон. За последние минут 10, наверное, не больше. Собрались было уезжать. До последней лунки так и не дошел. Только до предпоследней. Долбит и долбит. Практически вот каждый заброс. Вот так вот. Вот так вот, что он делает. Вот так вот, так вот. Мне нравится вот когда на плавном спуске удар сбоку крупного окуня. Прямо аж вот так вот руку. Нет, на этот раз походу рядом его не было, но поклевки есть. Вот так вот, вот так вот. Красота. Да, Григорич, какое бы ты сейчас получал удовольствие от этого клёва. Как мы ждали этого праздника закрытия зимнего сезона. Буквально он как, не знаю, чувствовал, не чувствовал, но за, получается, часа 3-4 до этого случая он мне позвонил, мы поговорили. В отличном настроении был. Рыба, говорит, клюет, лед толстый. Единственное вот то, что переправляться было нужно на лодке, и, видать, там что-то пошло не так. Опа, вот это хороший. Так, вот он. Ничего никогда не боялся. Если я там с пешнёю аккуратненько, то он пешней просто держал в руках. Всегда шел напрямую. Что на первый лед, что на последний. Был самоуверенный, то что никогда с ним ничего не случится. Хотя случаев было уже не один и не два. Все-таки надо быть предельно осторожным. Особенно при первом и при последнем. На первом и последнем льду. Лед это все-таки не шутка. Очень-очень опасен. Надо быть предельно осторожным. Если на озере еще какой-то шанс есть выкарабкаться, то на реке шансов мало. Там течение. Ладно, не будем о грустном. Вечерком сегодня после рыбалочки, конечно же, еще помянем Ивана. На 9 дней помянем, на 40 дней. И отправится его рыбацкая душа на небеса. Кто знает, может он сейчас, его душа рядом с нами, может быть, смотрит и радуется за нас. Что мы приехали, что мы помним, что мы вспоминаем про него. Печально, конечно, это все очень и очень печально. Он, Серега, третьего уже подряд. Тут я уже с десяток горбачей только вытащил. Вон, подтягивайся. Не знаю, надолго ли, но пока пошел один крупняк. Смотри, накидал. Вон лунка там, попробуй тоже. А? Да, нормально, такая же блесна. Ты прямо, только не возле дна, а прямо с самого верху начинай отпускать. И потом сам поймешь, где они находятся.
Я сверху так вот отпускал, они, если есть, они сразу бьют. А потом подходят, и они уже тут пасут, вон. Вон, одного за одним. Сначала потихоньку, потихоньку, а потом пошли. Бывает, стайка крупных подойдет, вот 3 сейчас одного за одним прямо крупных вытащил. А потом уже вот не надо. Раз нашел глубину, это ну сколько примерно он? Вот если дно считай вот так, ну вот так вот. Метр туда и метр сюда. Метр до руки, метр до удочки. Грубо говоря, 2 метра от руки. Получается, там подо льдом где-то полметра от льда примерно. Может быть метр максимум. Они могут быть, мне кажется, на дне, Ну-ка давай махнемся удочками. Попробую на твою. Эй, вытащи, бери. На. Вот прямо на этой глубине. Ой. У тебя даже чуть глубже получается. Чуть-чуть глубже. Сейчас подтянем. Раз, два. Хлыстик обломанный, да? О, работает? Что ты говоришь, не работает? Да, он. О, бьет. Просто мажет. Тройничок хороший, острый, нормальный. О, видишь, говоришь. Нормальная. Отличный тройник, отличная блесенка. Что? Чуть-чуть покрупнее, но ничего страшного. Там нету лунки. Иди сюда. Дергай. Иди. А там, наверное, тоже нет. Там только да. Так, не знаю, что там наснимала моя камера. Издала последний звук. Продолжительный писк. И просто все зависло. О. Встал на соседнюю лунку. Смотри, вот такие, даже и такие хотя бы, да, смотри, середнячки, и то хорошо. Он не крупный, но уже и не мелкий. Вот такие вот самые то окунярики. В общем, переезд мы отложили. Вроде ветерок даже стих, да? К вечеру все равно успокоит. Ну я и говорю, уже вроде терпимо стало так уже. Так что пока здесь ловится, бляха, ну отдай. Заглотил. Челюсти сжимает, еле разожмешь, блин. Поклевки здесь есть. Клюет отлично. Серега вон какую кучу там накидал уже. Оп, оп. А это красавец. Это вот красавец, смотри. Это уже Мичайокыш. Янцикадан. О. Оп.
Что, не дёкает? Пихнула раз. Два штуки сразу. Раз пихнула. Оп. О, хорошенький, хорошенький. От Янскадан. Вечерний клёв. Вечерний клёв. Так, ну отдай ты, ёшкин ты кот. Ну-ка, давай-ка еще, иди сюда, там у меня тут еще махнемся. Вон, я тебя с удочкой лунку даже даю. Ну-ка, дай-ка. Подожди. Ладно. Оп. Что, глубину прибавил? Не, зря. Там на дне нету их. Они вон, смотри, у меня какая глубина, вон, видишь? Метр тут, например. И берут еще, вон еще выше, вот даже ты так вот делаю, смотри, так вот. И они даже здесь ударит, вон. Я говорю, сверху вниз они навряд ли поплывут. А снизу вверх вот они могут даже, видишь, он даже выше берет. Оп, видишь, вот они здесь вот, подо льдом прямо. Вот, видишь? Мне кажется, даже такое ощущение, что они в лунке сидят, блин. Не подо льдом, а в лунке в самой. Вроде бы уже и кислорода хватает, да? Уже набурено, уже сколько-то, недели 3 бурим, дыряем, все, уже наглотались уже кислорода. Интересно, на том озере, если с ранней осени буриться, может тоже ловиться будет, так нет? Навряд ли. Опа, опа, папа. Такой середнячок. Съедобный. Сошел? Опа. Как-то вот так. Красавелла. Ударил чуть, удочку с рук не вырвал. А заглотил-то, смотри, до желудка самого. Вот это аппетит, вот это я понимаю. Прошлый год вроде крупных меньше было, да? Ну да. Маловато было, мелочи.
Новая луночка и новый зачетный. Самое главное, глубину вообще не меняю. Какая вот была она, получается, вон 2 метра от удочки к блесне. И где-то вот полметра, наверное, у меня до льда. Полметра. Если считать, что еще полметра, грубо говоря, лед, метр подо льдом блесна примерно. Даже меньше, наверное. Вон. О, второй такой же, смотри. Энскаден. Я представляю, какая там плотность, да, этого окуня. Как в автобусе, наверное. И сейчас будет нерест. Они все поимеют друг друга, потрутся. Икра, молочко. И будет в 1000 раз еще больше его. Может, по этой причине они не вырастают. Щук нету, жрать некому, считай, да? Сами себя они не жрут. Ну, мне кажется, мелких-то крупные едят, наверное. Но почему-то вот нету здесь вот таких вот килограммовиков, даже 700-800 грамм. Почему-то они тоже, ну хоть такие появились, и то хорошо. Раньше же и таких их не было. Вон. Максимум вот такой вот был, если они все карандаши были, блин. Испокон веков. Это сейчас начали потихонечку выдаивать их, особенно на первый лед. И, видать, начало немножко кормовой базы остальным хватать, и немножко подросли. Раньше, как я помню, одна мелочевка, еще меньше этих были. 5-сантиметровые такие вот дрищики были, блин, вообще. Сейчас хоть чутка подросли. О! Красотень. Ведерочка-то, наверное, уже будет, да? А еще не вечер. Я думаю, смотреть одно и то же интересного мало. Вечерком подведем итоги. Смотреть подводную камеру, но в принципе мы уже не раз смотрели. Во-первых, я там ничего не увижу, потому что солнце. Записать-то, конечно, можно, но смысл? Я уже знаю, что там на самом дне может быть и нет, а начиная сверху, кончая серединой здесь вот этого окуня стоит стеной. Что там смотреть? Заснять момент поклевки, это очень долго настраивать надо, долго и муторно, а при таком солнце это еще ничего не видно. Так что пока ловится, будем ловить. Надергаем. Когда мы еще окуня половим? Только летом. Весной окунь у нас редкость, а летом, когда вода упадет на Печоре, всегда пожалуйста. Так, у нас погода меняется из крайности в крайность. 10-й раз, наверное, уже за день. То солнце, то снег. Но ветер не прекращался на секунду. Немножко было затихал. Чуть-чуть. А сейчас вон что творится. Вон, видно, да? Вон, просто пурга идет. Снежный буран. Все, вот это все закручивает. Лицом к ветру стоять невозможно. Солнце спряталось. Еще и со снегом.
Сейчас еще и рукавица у Сереги убежит. И самое главное, самое интересное, то что он окунь-то ловится, он не прекращаясь, он. Есть и мелкие, есть и средние, есть и крупные, всякие. И дело идет по ходу к минусу, по крайней мере, лунки замерзают, рыба тоже. Вон, лунка уже замерзла. Буйного поймал, буйного. Второго подряд. Этот вообще не хотел из лунки уходить, говорит, не-не-не. Он даже сейчас, вот я не могу рот раскрыть ему, жабры сжать, вон. Вот это буйный, и вот там второй такой же, вот он. 2 штуки подряд. Я уже было думаю, что снимать одно и то же, но... А холодает быстро, да? Смотри, леска уже начала намерзать, да? С одной стороны, это даже хорошо. Я даже рад этому, то, что холодает. В данный момент холод — это безопасность. Это значит, мы еще порыбачим. Значит, мы еще по озеру покатаемся. Значит, мы еще... Может не закрыть решить? Ну, посмотрим. Посмотрим. Но в первую очередь мне надо приготовить плоты. Нормально так все, что не успел. Я только почистил от снега. А там еще веток навести, еще жердей надо навести на лежневку, чтобы ходить к плотам, передвигаться. Работы еще очень много. Мне, если одному, без Ромки, так где-то 3-4 дня точно еще работы. А потом уже, если время останется, можно будет, если еще не потеплеет, и порыбачить до охоты. Ну, навряд ли. Тепло идет. Так что, опа, ни хрена себе. Вроде небольшой, а такой удар был. Так что, это, наверное, последнее сопротивление зимы. Сейчас, да, ветер такой, сейчас что-нибудь надует. Ну, дует северяк, по идее, мороз должен надуть. Я уже подмораживаться немножко начал, ну ничего. Вечерком согреемся, да, Серег? А так, бывают перерывчики минутки по 2, по 3, не больше. И опять подходит стайка, и опять долбежка начинается. Оп, о, вот так вот. Как-то вот так вот, вот так вот. Давай ты выходи-то, твою дивизию. О, вот такие вот красавцы. О, чем не красота. Взял прямо на подъеме и заглотил по самой не балуй. Вот это аппетитус, я понимаю. Вот это называется весенний жор окуня. Жора пришел. Вот такая жора мне нравится. А то еле-еле душа в теле, там тюк-тюк. Вот сразу видно, окунь активный, вода насыщена кислородом, давление, видать, благоприятствует, подходит все. И вот как результат. Просто красиво. Просто замечательно. Просто здорово. Та-та-та-та-та. Все отлично, только Григорича нету. Какое бы он сейчас удовольствие получал, да, от поклевок? О, сейчас у нас не ведро, у нас уже 2 было. Это точно. Его было бы не остановить. Ловил бы до темноты. Как в прошлый раз мы с ним здесь были. Ну, вроде все уже, после 5 перестало. Я уже успел всю рыбу собрать. Он ходит по лункам. И с такой гордостью мне. А я 2 еще уговорил. Один из них хороший. До последнего все, блин. Окок, да окок.
Оп. Как-то вот так. Продолжаем доить Окуневое озеро. И это у нас получается неплохо. Причем на одном месте. Причем с одной лунки, ну с двух, грубо говоря. Ну там тоже ловилось, я считаю, что-то. Тут посидеть хоть можно на стульчике, на ящике. Ловится практически везде. Ну не совсем, там похуже было, да? Или просто здесь уже подошли они, не знаю. Где-то все-таки им больше нравится, где-то меньше. Но есть то, что он есть везде, это 100%. Его много. Его очень много, Юнцкадан. Давай, бахни, бахни, вот бахнул уже, ну бахнул. И ушел. Вот так вот. Ну, как-то думаю, пока хватит. Хватит, в смысле, снимать, а то что тратить пленку. Что тратить пленку? Вот так вот. Только отпустил, уже начинает долбить. Тюк. Тюк. Ну, где тюк-то? Ох. Еле-еле вытащил. Блин. О, сила. Я жабры даже не могу сжать. О. Вот это моща. Вот это я понимаю. Дури как в сапожнике, блин. Отдай. Все, тело. О. А? Крупный? Как они бьют, как они бьют. О, зачет. Красавчик. Но все равно нет таких вот, я говорю, даже не то что килограммовикова, 700-го, как на Печоре, вот крупных нет таких здесь. Ты сколько поймал весной тогда на фидер-то большого окуня? Кило? Кило был, да? Килограммовик, да. Ну вот, такого здесь нет. Такого здесь нет. Или он, как премудрый пескарь, слишком умный, не кидается за блеснами. Где-то ползает. Может быть. Да и не один. Ух ты, по зубам прошелся. Может, на глубине где-то, хрен его знает. Хорошо, хоть такие есть. Вон, чем не окунь, вон. О-хо-хо-хо. Сороковочные, сорокопяточные некоторые даже. Серега! Еще кабанчик! Серега предложил попить чаю, согреться немножко. Я говорю, иди наливай пока. Я еще пару раз заброшу.
Ну вот, забросил. Оп. И вот это все с одной лунки. Вот такая куча там, грубо говоря, треть ведра. И здесь тоже. Ну и там немножко. Вот 3 лунки, можно так сказать. Ну там начинали еще понемножку. Там с одной. А в основном вон все с одной лунки. Сидишь. Где-то около минутки бывают перерывчики. Зато потом такой удар. Бабам! И он такой красавчик уже на льду. Так, ладненько, что? Чайковский так Чайковский. Ой, пойдем согреемся. Так, это что у нас, Серега? Обед или уже ужин? Это уже ужин, да. Уже. Как я, если честно, даже на время не смотрю. Я скажу часов в 5. Ну, сейчас где-то около 8 темнее. 5:30. Половина 6. Вот у нас тут пол ведра уже есть окуней. Там и там ведро, наверное, уже. Ведра 1,5 есть по-любому. Ну ничего. Ничего страшного, справимся. Ой, Чайковского сейчас хряпнем. Что, мулынские водички тоже? Да. Тебе наливать, Серег? Да. Подмораживает, это даже хорошо, я рад даже. Мне тепло сейчас вообще ни к чему еще. Да, еще и въезжать надо, и может еще и завозить надо. Да, мне потому что в пятницу 9 дней. До пятницы я не успею плоты приготовить. А пока то все, пятница, суббота, возможно. Там уже тепло будет, там уже озера отпустит, и к плотам я уже просто не подъеду потом. Так что это хорошо, что подмораживает. Вроде прогнозировали плюсовую, а оказывается идет минус. Бр-бр-бр-бр-бр. Так, славненько мы перекусили. Хотели просто Чайковского попить, а в итоге наелись как бобики. Серега решил собрать урожай. Пришел с одним ведром. Надо было сразу второе брать. А рыба все. Сколько? Минут 20, да, мы кушали? 15. Ну, 15-20 минут перекусили. И все, ни одной поклевки вон. Рыба ушла. Или перестала ловиться. Мне кажется, Григорича бы, если ловилась, ни за что бы, наверное, от лунки не оторвали, да? Ну да, ну видишь. Я вот сейчас жене звонил. Ну. Она говорит, и мне ведро рыбы не надо мне везти. Мне ее, говорит, ложить некуда. Да? Ты, говорит, на рыбалку поехал или за рыбой? Ну. Так вон фаршу накрутите с готовой, разделайте ее. Я вот так вот, смотри. Вот эту мелочевку вот так брали. Сейчас я приносил. Но мы с них делали как бы, как креветки. Вот мы их обжаривали. А также можно вот так вот быстро, смотри, острым ножом. Смотри, Серег. Вот так надрез. Так надрез возле плавника. Раз, плавник так. Жик, убираешь. Плавник вот шкуру так. Потом с головы раз. Этот убираешь, и у тебя остается только филешка. И перекрутить также на фарш. А фарш уже компактный получится. Ну, повозиться придется. Поможешь. Мне надо еще, видишь, мне надо автоклав зайти. А, ну консервы делать. Ну. Консервы делать самое тут. Ну да. Так, а у нас что? Если Оксана сказала, много рыбы не надо, много рыбы и перестала ловиться. Главное, уходили, да, долбила одна за другой. А сейчас все. Да не, вообще, день прекрасный. Ну, ветра бы еще не было. Ветра не было, было вообще шикарно. Ну да.
А так вон я уже куртку, в кофре куртка была, куртку уже одел поверх парки. Так-то надо внутрь, но раздевать уже неохота. И перчатки одел, все, руки уже околели. Минусит неплохо. Так, ладненько. Схожу посмотрю еще другую луночку. Здесь уже рыба ушла. А третий кордон. Буриться новые лунки уж сегодня точно не будем. О, замерзли лунки. Вот это весна 25-го года. Весна 25-го года. Холодная весна. Нету. Нету. Или время профукали, время клево, когда ловилось. Или профукали рыбу, стайку, которая возле лунок паслась. И когда все интересное куда-то пропало, ушло, она быстренько уплыла на другое место. Но поклевок пока нет. И не знаю, будут ли дальше. Вот так вот. Резко-резко. Бац, и облом. Ну как резко? Пошли перекушивать. Перекусили, называется. Ну и ладно. Есть еще рыба в этой луже. Клюнул все-таки послеобеденный или послеужинный окунь. Такой середнячок. Геннадьевич, надо второе ведро добрать. Что, не наполнилось, что ли? Чуть-чуть не хватает. А так ты еще не наложил. Так вот наложу, я просто вижу, что чуть-чуть не хватит. Думаешь? Доберем, не вопрос. Где клюнул один, там клюнет другой. Чуть-чуть прибавил глубину. Такое ощущение, что они ушли глубже. На 2-3 оборота. Но если будет ловиться, мне кажется, они поднимутся обратно. Возможно. Может быть и нет. Так что будем искать по новой, на каком этаже они сейчас прячутся. Но если шапку с того ведра убрать, Да? Да там и плотнячком же снизу-то талая была, талые окуни были. я еще вижу, с горкой наложу. Ну, так что около 2 ведер Да? накидали. Ведра рыбы. Там с горкой, ну да, если без горки, чтобы с крышкой закрылась как раз. Да. Участик-то еще, наверное, поиграем. Да, конечно. Когда мы еще успеем со льда половить, да? Капец. Почему время так быстро летит? На работе бы так. Да-да-да, вроде только первый лед открывали, уже зима прошла. Сейчас весновка, сезон продольников. Лето короткие, северные, и опять первый лед. Сейчас ясь попрет фляга. Да. Вчера ездили, уже снег закидали в ледник. Остатки снега еще чуть-чуть и растаяло, наверное. А я же вчера звонил, Ромка говорил, что... Да, как раз мы кидали. Все, пока. Напоследок. Вот это кабанчик. В общем, минут 15-20, наверное, не было поклевок. Что мы поймали? Одного крупного и 2 мелких. Это на той лунке. Вернулся опять сюда. Серега говорит, заполним. Да? Серега сказал, надо заполнить второе ведро. И можно ехать домой. Никаких, говорит, ночевок. А то, говорит, меня жена домой не пустит. Она, говорит, меня отправила не за рыбой, а на рыбалку. Так что... А у нас получается уже, что мы приехали. То есть наловили рыбы еще, получается. Так что... Не знаю, добьем, не добьем. Но, в принципе, если ту горочку сюда закинем, как раз по ведру на брата и будет. Там ведро с горочкой. Солнышко
спряталась за горизонт, немного прояснилось и давит мороз. С одной стороны, это, конечно, хорошо. Но просто такой удар был, я не знаю, как накинулся откуда-то. Может, он действительно куда-то отошел, пока мы кушали. Но буриться уже по новой не вижу смысла. Осталось-то минут 20-30 рыбалки, не больше. Оп, еще поклевка, но этот уже поменьше. Этот малыш. Ладно, до общего количества пойдешь. Ромкиной кошке в перчатках немножко неудобно. Сломал один крючок с блесны. В общем, сегодня убыточный день у нас. Вторая блесна уже испортилась. Ты смотри, нет, я думал, все уже, нет, поклевки нет, да и ловится. Но не так, как было. Пока не пошли кушать, долбило на раз, два, три. Так, ну что, посмотрим. Добьем второе ведро, не добьем, видно будет. Так, ну что? Да ладно. Только в руки взял удочку, еще и клюнуло, что ли? Оп! О, смотри! Напоследок! Блин, ладно, сейчас сниму перчатки. Напоследок еще и клюнул. Но тебе, дружок, последнему амнистия. Все. Обратно хочет, говорит. У меня вся семья там в 2 ведрах. Так, не знаю, на чем мы остановились. В общем, опять начала на морозе глючить камера. Вроде не так холодно. Как Сергей сказал, хватит. Мы сюда приехали не за рыбой, а на рыбалку. Этого, говорит, нам вполне достаточно. 2 ведра рыбы. Снизу мелкие, сверху крупные. 2 ведра за день. Я так думаю, это отличное завершение зимнего рыболовного сезона. Хотя с такой погодой, может быть, похолодало сейчас, хрен его знает, может еще и приедем. Но предварительно это 100% закрытие. На 99 это точно. Решили выехать домой, потому что холодная ночь в землянке это не есть хорошо, холодно. Да и зачем, если рыбы наловили, что завтра делать? Дома есть тоже дела, будем заниматься домашними делами. Как-то вот так. Закрытие состоялось. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Кумир Рыбак. Сергей. Пока, ребята. Пока. И родники на севере тоже заходите в гости. У Сергея тоже есть канал ВК-видео. Вы можете лучше заходить на сообщество ВКонтакте. Там, я думаю, будет, наверное, интереснее. Да. Очень жаль, что закрытие было без Ивана Григорьевича, но, видать, судьба такая, горькая судьба. Как-то надо привыкать теперь. Теперь будут рыбалки скучные. Ну, жизнь продолжается, будем жить. Как Иван Григорьевич говорил, движение — жизнь, значит, будем двигаться. До новых встреч. До свидания.